Крупные предприятия, ветеранские организации, общественники, волонтерские центры и обычные жители Коми. Сегодня в рядах тех, кто помогает нашим мобилизованным и добровольцам, уже 1000 человек. Одни шьют теплую одежду и спальники, другие вяжут носки, а еще собирают лекарства и продукты питания. Та самая народная поддержка не на словах, а на деле, которая так необходима нашим ребятам. Виктория Палкина продолжит. Здесь у нас ноутбук для ребят из учебного центра. Далее. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 10 пар шерстяных носков. Строгая отчетность, ведь помощь адресная. Здесь действительно только все самое необходимое для мобилизованных и добровольцев. Техника, лекарства, продукты питания, термобелье. А еще неравнодушные жители Коми переносят в штаб Народного фронта, например, сушеные ягоды. А как осенью без витаминов, переживают дачники. Горожане, бизнесмены, госструктуры. Каждый день к акции «Все для победы» присоединяются новые участники. Есть примеры, когда ежемесячно одна и та же бабушка приходит и с каждой пенсии приносит 1000 рублей для того, чтобы ребята могли закупить в рамках нашего фонда «Все для победы», могли закупить какую-то необходимую экипировку или еще какие-то вещи, которые необходимы, рации, батарейки, элементы питания. Приносят также носки, сами вяжут люди. То есть каждый человек какую помощь может оказать, он ту капельку вносит для того, чтобы на передовой ребятам было немножко легче. 1030 комплектов нательного белья, спальные мешки. Сыктывкарская фабрика шьет все самое необходимое для мобилизованных. 2 партии готовых изделий уже отправили в учебные части, где проходят подготовку жители Коми. Все регионы занимаются производством товаров для мобилизованных. Это и такое же белье нательное, это и верхняя одежда, включая куртки, обувь, спальные мешки и другие предметы, товары легкой промышленности. Естественно, с сырьем есть некие трудности, но эти трудности такого характера, что расцветки быстро заканчиваются, необходимые, но тем не менее более спокойные цвета, какие-то по типу хаки, серых, синих. Мы старались добывать и благополучно исполнили контракт. В регионе не забывают и про семьи мобилизованных. Только в Сыктывкаре волонтерский центр уже отработал 11 заявок о помощи. В основном обращаются молодые мамы. Нужна не только реальная поддержка с покупкой тех же памперсов или детского питания, но и психологическая помощь. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.